Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов дал ряд распоряжений по стадиону в Сунже, где в настоящее время продолжаются работы по его реконструкции. В частности, в рамках беседы, прошедшей руководители региона с представителями подрядной организации, муниципалитета и ответственных ведомств, в ходе осмотра спортивного объекта был затронут вопрос привлечения дизайнеров к реновации объекта, а также волонтеров к очистке территории. Завершение проводимых работ планируется в сентябре текущего года. Значит, инвесторам тоже надо помогать. Вы сюда берите Приеву, чтобы она там не нанимали какого-то дизайнера, а пусть придет и поработает здесь. Самое главное, чтобы она качественно было сделано. Так, пойдем снаружи посмотрим теперь. Машина отпортилась. Да. Бордюр только надо сделать. Бордюр с той стороны сделать, чтобы не заезжали на тротуар. Да. К настоящему моменту на объекте завершена укладка дренажа для отвода дождевой воды. Строители полностью выполнили демонтаж старых трибун и залили фундамент под новые. Отремонтирована нижняя часть стадиона, где появилась универсальная спортивная площадка с двумя легкоатлетическими дорожками по периметру поля, а также полем для игры в мини-футбол и баскетбол. Дополнительно, по поручению Махмуда Али Калиматова, на стадионе появится площадка для стрельбы из лука. Параллельно с этим ведутся работы по устройству освещения подъездных дорожек, практически закончен ремонт административного здания, ложей и комментаторской. Стоит отметить, что капремонт арены не проводился более 60 лет. Проект реализуется на внебюджетные средства. Ты возьми проект, посмотри там, где дренаж. А то сейчас у тебя окажется дренажа. Дренаж учитывали, это то, что изначально с поля обычно систему жителей. Мы водоотвод делаем, вот как раньше здесь было запланировано. Мы просто меняем сейчас покрытие, отметки остаются те же. После осмотра глава региона поручил увеличить количество посадочных мест стадиона с использованием сборно-разборной трибуны до 3500 мест. На ней появится навес, защищающий зрителей от непогоды. Также по проекту на трибуне будут оборудованы специальные места для маломобильных граждан. Для них же по поручению руководителя субъекта будет организован отдельный вход и касса. Женщина с детьми там. Тогда вот там должен знак быть ограниченной способности. И там, значит, должен многодетный бирыш ходяхвичи, вахсак хавичи, наквахли. Местной администрации поручено высадить деревья по всему периметру стадиона, организовать пространство для паркинга и торговых павильонов. Здесь чернозем, вот так можете 30 сантиметров положить. Ну, погби должен быть 50-60 сантиметров. Обкапываете, ставите дерево, потом черноземом засыпаете. В сентябре посадите. Напомним, осенью Сунжинский стадион станет местом главных торжеств по случаю 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России. В связи с этим глава республики обратился к региональному Минкультуры и подрядчику с указанием скоординировать подготовку зрелищных мероприятий и график проведения строительных работ без ущерба для процессов.